Здравствуйте, уважаемые слушатели видеокурса. Меня зовут Татьяна Третьякова, я координатор национальной сети мониторинга и оценки Кыргызстана. Сегодня я расскажу вам об особенностях оценки парламентом результатов государственных программ. Мы остановимся на вопросах, почему в государственном управлении появилась необходимость проводить парламентскую оценку, почему важна оценка результатов государственных программ парламентом, как использовать оценку программ для повышения эффективности государственного управления и качества жизни жителей Кыргызстана. Оценка как управленческий инструмент необходима для того, чтобы понять, как повысить эффективность участия общественных государственных институтов, различных групп интересов в процессах принятия решений, а также в реализации государственных политик в вертикальной властной иерархии. Например, в Советском Союзе постановкой целей занималось высшее руководство страны. Оно же распределяло ресурсы, отвечало за достигнутый результат. В этом случае управленческим инструментом являлся план, и достаточно было расписать функции исполнителей и контролировать их. В демократическом обществе существует множество различных общественных институтов, которые имеют соответствующие цели, ресурсы и представления о развитии. В этом случае государственная программа является инструментом управления, который позволяет учитывать интересы граждан в различных групп общества в проводимых политиках. А оценка позволяет понять, насколько интересы людей учтены, насколько результаты государственных программ изменили жизнь граждан в желаемую сторону. Жагарку Кенеш, используя оценки, не вмешивается в реализацию государственных программ, но определяет, насколько результаты программ улучшили жизнь людей, собственно, их электората. Умение работать с оценкой, как с управленческим инструментом, повышает личную эффективность депутатов и в то же время институциональную эффективность Жагарку Кенеша. Это связано с тем, что парламент одобряет и выделяет бюджет на программы развития страны. Если при принятии решений опираться на данные оценки, то эффективность государственных программ возрастает. Депутаты представляют интересы избирателей, и поэтому они должны отвечать на их запросы. Оценка в таком случае является одним из инструментов, позволяющих разобраться, насколько граждане удовлетворены результатами реализации программы. Депутаты могут более эффективно влиять на исполнительную власть, если располагают точными данными о том, как реализуется программа и как они влияют на жизнь людей. Напомню, в 2019 году Жагарку Кенеш принял концепцию применения инструментов оценки. Она состоит из 3 частей: общее положение концепции, методики оценки законов и методики оценки программ. Сегодня я представляю часть, полное название которой «Методическое руководство по оценке результатов государственных программ». Рассмотрим этапы подготовки парламентской оценки. Первое. Выбор государственной программы в соответствии с методическим руководством. В год могут оцениваться не более 3 государственных программ. Программы выбираются в зависимости от остроты проблем, которые она решает. Острота проблем может определяться по общественному резонансу и по актуальным стратегическим направлениям, которые необходимо достичь в текущем году. Комитеты Жагарку Кенеша предлагают программы, которые с точки зрения депутатов необходимо оценить. Если программ предлагается больше, чем 3, то происходит ранжирование программ, которые осуществляет научно-исследовательский центр Жагарку Кенеша в соответствии с критериями актуальность, своевременность, охват воздействия на население. После того, как программы одобрены, при комитете формируется рабочая группа, которую возглавляет один из депутатов, и за группой закрепляется представитель отдела при комитете. Четвертое. Очень важная задача рабочей группы – разработать техническое задание на оценку, куда входят цели и задачи оценки, а также требования к экспертам. Выбор экспертов для проведения оценки осуществляет отдел в течение 2 недель. Оценку проводят независимые эксперты, оценщики, в соответствии с техническим заданием в определенный срок. Седьмое. Подготовленный экспертами отчет о результатах оценки предлагается рабочей группе для ознакомления, а затем проводится доклад и обсуждение. Появившиеся дополнения вносятся в отчет.
Восьмое. Руководитель рабочей группы докладывает о результатах на заседании комитета, а затем рекомендации комитета передают на исполнение в правительство, либо на рассмотрение палаты, если вопросы оценки затрагивают широкий спектр общественных интересов. Девятое. Через год депутаты рассматривают, как правительство исполнило рекомендации. Это происходит либо в рамках отчета, который премьер-министр дает парламенту по итогам работы правительства, либо этот вопрос выносится на заседание комитета. Десятое. Отчет о выполнении правительством рекомендаций по итогам оценки вносится в календарный план комитета. Для проведения оценки важно собрать правильный состав рабочей группы. В ней могут участвовать представители гражданского общества, эксперты, представители исполнительной власти. Включаемые в состав рабочей группы представители некоммерческих организаций и независимые эксперты должны обладать доказанным опытом в соответствующей сфере, либо опытом аналитических работ в проведении оценки программы. Возглавляет рабочую группу ответственный депутат профильного комитета. Хорошо составленное техническое задание – это важная часть успеха при проведении оценки. Необходимо, чтобы оно было составлено точно, логично, не допускало противоречий. На подготовительном этапе важно определить контекст проведения и предназначение оценки. Это поможет вычленить объекты оценки и сформулировать ее цели. Например, на какой стадии находится реализация программы? Является ли оценка плановой или вызвана экстренными ситуациями в реализации программы? Или, может быть, есть определенные проблемные ситуации в обществе, из-за которых программа может быть откорректирована? Цели оценки и объект могут определять ключевые вопросы оценки. В зависимости от того, как сформулированы контекст, цели и задачи будут касаться либо оценки программы в целом, либо отдельных ее частей. Также может оцениваться уместность, результативность, эффективность текущего этапа реализации программы. Ожидаемые результаты оценки, как правило, формулируются для того, чтобы заранее определить, что именно планируется изменить после того, как отчет об оценке будет готов. Например, оценка позволит определить причины, почему программа не воздействовала или воздействовала недостаточно на смертность мужчин в возрасте 35-45 лет. И это важный момент, чтобы мы поняли, на какие точные группы будет воздействовать эта программа. И позволит нам определить более эффективные методы в этом направлении. Также в техническое задание включает структуру или компоненты итогового документа оценки. Это могут быть виды документов, различные приложения в отчете. Необходимо подготовить также график проведения оценки. Отдел комитета проводит конкурс экспертов и отбирает оценщиков, обосновывает свой выбор в соответствии с требуемой квалификацией, которая необходима при проведении оценки. Через 3 дня после получения технического задания эксперт предоставляет методологию, иногда это называется дизайном оценки, на утверждение рабочей группы. Затем эксперт проводит оценку в соответствии с методологией проведения оценки и проводит оценку в течение 1-2 месяцев в соответствии с утвержденным графиком. Затем эксперт передает рабочей группе отчет об оценке для ознакомления, и через 3-4 дня оценщики приглашают для проведения итогового доклада о результатах оценки. Во время итогового доклада возникшие предложения обсуждаются рабочей группой и формируются рекомендации правительству. Затем проходит обсуждение отчета на заседании комитета, и отчет передается в правительство, где вносятся соответствующие поправки в план реализации государственной программы. Через год результаты исполнения рекомендаций рассматриваются в парламенте. Очень важный момент. Кого-либо наказывать по итогам оценки нельзя, можно лишь рекомендовать, что именно поменять в реализации программы. Наказывать можно будет уже в тот момент, когда не выполняются рекомендации, переданные правительству. Спасибо за внимание. До свидания.